Валентина Насенко, мать солдат. Мне видится из дальнего далека та мирная последняя весна, где небо было чисто и высоко, и даль до бесконечности ясна. Промчались быстро тихие недели, и громом поперхнулась тишина. В походные солдатские шинели оделась вся огромная страна. Ушел и он, безусый, неокрепший, с суровыми дорогами войны, а матери, до срока посидевшей, тревожными ночами снились сны. А днем ее ждала одна картина, с печалью и тоской наедине. Простенок с фотографиями сына, до ровной стопки книги на окне. А сын писал, то редко, то почаще. 2 долгих года письма маме шли, но в 43-м изменилось счастье. Однажды похоронку принесли. Окаменев, смотрела вдаль заката. Не верилось, что больше нет его. И мать ждала домой солдата, вихрастого мальчишку своего. А там шел бой за малую высотку, а там земля вставала на дыбы, и вдруг сорвалась паренька пилотку. Слетели в небо черные столбы. Стрелковый взвод бойца не досчитался. В бою немало полегло солдат, а он смертям назло живым остался. Доставлен был в походный медсанбат. И не беда, что он не стал героем. Он снова в бой с врагом идти готов. В своем письме в затишье после боя он матери напишет: жив, здоров. Когда умолкли грозные раскаты, когда с фронтов домой солдаты шли, с другой войны, с японской, в 45-м, вторую похоронку принесли. Но сердце грел надежды лучик тонкий. Ей повезло из 1001. Пришли с 2 войн на сына похоронки, а он вернулся к матери домой.